Хвала Христу. Дорогие, дальше мы в наших размышлениях давайте остановимся еще глубже над притчей милосердного отца, блудного сына, мы так тоже часто ее называем. Сегодня коротенько я бы хотел коснуться одного такого момента, что этот младший сын пошел в дальнюю сторону, какую-то страну, и там расточил имение свое, живя распустно. Мы немножко вчера так коснулись вот этого понятия «живя распустно». Это есть тирание духа, то, что я не открываю, что я его сын. И тут не конкретно о каких-то грехах, а общее. Тут можно даже не о грехах говорить, потому что я могу даже быть в храме, но не иметь, не открывать, что я его сын, а что Бог — это мой папа. Знаете, вот сегодня так в двух словах о такой вот именно духовной смерти, которая наступает в нас. И пусть послужат помощью, мы когда-то делали, в реколлекциях говорили о 3 таких смертях. Или по-другому можно сказать, о 3 таких воскресениях. Мы знаем, что Иисус многих воскрешал, но в Библии, в Евангелии только 3 описано. И в этих 3 сюжетах, а именно воскрешение дочери начальника там синагоги Яира, воскресение сына из города Наин, некой там вдовы из города Наин, и воскресение, конечно, Лазаря. И вот тут, в этих трех, мы знаем, что Библия, Евангелие — это доктрина, это не биография просто Иисуса Христа. И, понятно, можно было писать, как говорится, 350 тысяч воскресений, кого Он воскресил, Иисус, но не в этом, чтобы все это перечислить, а Дух Святой вложил авторам, которые писали Евангелие, чтобы вот эти 3 описания, они в разных, скажем, на разных страничках написаны Евангелие, но в них из этих 3 есть, скажем, такие изюминки. В одной из этих изюминок, смотрите, всех этих воскресениях, где Иисус поднял из мертвых физически, вот, это не было такое воскресение Пасха, которое когда-то нас ждет. Нет, они вернулись дальше вот к этой жизни, земской жизни. Ну, неважно, тут там сердце остановилось, или неважно, из-за какой-то болезни они умерли. Давайте поговорим вот именно об стадиях смерти. Смотрите, эта дочка Яира, она была маленькая, 12 лет, как пишет святой Марк. Сын вдовы, это, скорее всего, уже был, ну, там, не 13, не 14 лет, может, человек 25, может, там, что-то такое. Но тут даже не возраст. Лазарь, ну, может, был старше, может, там, 30, может, 40, ну, тоже, не факт тут возраста, но стадии не возраста, а вот эта дочка Ира, она умирает, назовем, в каком-то таком духовном младенчестве. То есть моя смерть сегодня может, с одной стороны, только начинается. А вот она имела и маму, и папу. Это можно сказать, ну вот я, наверное, и в костел хожу, и молитва у меня есть, и кое-как, да, исповедью. Но какая-то духовная смерть все равно. Кажется, ну все есть, но я умираю. Ну, это все тоже, скажем так, относительно назовем. Не ходя какие-то материальные там благи, богатства. Ну, кажется, чтобы жить, вот встретить Бога, и стараюсь на реколлекции там поехать, в пилигримки, стараюсь служить, помогать, какие-то курсы, может, проходить евангелизационные, а я мертвая или мертвый. Вторая стадия, она может быть уже, скажем, не чуть-чуть, а конкретно посложнее, потому что это такой, куда уже меня несут. То есть я уже многие моменты действительно не могу. Это уже и шла такая процессия. Там Иисус вошел в дом. То есть только начинается какая-то смерть, какая-то, назовем, депрессия, какая-то пауза страшная, темная. А тут уже несут меня. Тут уже попахивает, ой-ой-ой, как опасно. Тут я уже
Тут мне уже надо пхать иногда к Богу, силой заставлять себя там пойти к исповеди или что-то такое. Может, в твоей жизни теперь вот такая стадия. Тут уже, серьезным порохом попахивает. А третья стадия, говоря о Лазаре, это какая-то просто ужас, потому что там уже меня закопали. Более того, какие-то мои близкие, в кавычках говоря, как Марта, Мария, говорят, он уже там разлагается. То есть я уже воняю. То есть какая уже такая стадия? О чем это? О чем эти три стадии смерти? Стоит посидеть и подумать, вот как мы говорим, стать в правде, увидеть, на какой я нахожусь. И может мне, скажем, волосы станут дыбом, что я уже лежу и разлагаюсь. Уже кажется мертвой. И молитва, все уже мертвое. Может, я еще той стадии, где меня несут, и я еще кое-как дышу. Мы говорим, конечно, не о физической какой-то, сами понимаете, смерти, а какой-то жизненной смерти, духовной смерти. Смерти вот такой, смерти Бога в моей жизни. Может, еще только-только начинает попахивать какой-то смертью. Казалось бы, я карабкаюсь. Но суть вот этих 3 воскресений не в тебе. И я не хочу теперь анализировать или так колупать, разважать о твоих смертях. Нет, мы хотим поставить Христа и на Него посмотреть, потому что Христос единственный тебе сегодня хочет сказать: не переживай. Неважно, в какой ты стадии находишься, я подниму тебя. Вот это важно. Это есть добрая вот эта новина, это есть Евангелие надежды. Не бойся. Может, я приду в твой дом и скажу: Талита кум, вставай. Обращусь так нежно: девочка, вставай, так деликатно. Может, я остановлю эту процессию и подниму тебя из этой процессии жалобных детей, или уже в гробу тебя несут. А может, ты глубоко в такой земле находишься, как-то блудный сын, уже такого свинства каких-то дошел. Иисус говорит: для меня не существует никаких преград. Как пишет святой Павел, ничто не может отделить Бога от меня. Ничто, ни в небе, ни высоко, ни широко, ни в космосе. Не существует никакого супер-супер дьявола, который бы отделил. Это моя любовь всегда, она подымет. Единственное, сегодня только хочется сказать Иисусу: подними меня. Я хочу воскреснуть с тобой. Сам я уже не могу. Неважно, в какой стадии. Важно, конечно, в какой стадии. Но я сегодня не о смерти, а о тебе, Иисус. Подними меня.